Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. На пороге каких удивительных событий вы сейчас стоите? Загадайте, пожалуйста, на себя, на удивительные события, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, удивительные события. Мои милые, отсыпка общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Прям не могу сдержаться. Здесь такая картиночка, когда женщина убегает, а мужчина ее догоняет. Прям бежит за ней, руки протягивает, вот прям за подол ее юбки цепляется. Да, смотрите как. Мужчина гоняется за вами, что-то просит, в чем-то нуждается. В любви, скорее всего, в нежности, в ласке, в заботе. И знаете, чем это будет удивительно? В момент здесь и сейчас этот мужчина прям совсем не проявляет интереса. Либо он делает вид, что не проявляет интереса. А может быть, он даже с какой-то другой женщиной. Да? Вот смотрите, удивительное событие. Переключится на вас, поймет, что только вы его счастье, поймет, что только вы его будущее. И прям бежит. Вы уже его не хотите. Вы на него обиделись. Вы такая ему говорите: пошел вон, отстань от меня. А он прям бежит и умоляет. И за подол вашей юбки цепляется. Да, девочки, сейчас проблема, что как внимания не обращают, но в будущем будете от него бегать. Будет добиваться вас. Такой репешочек мужчина. Дальше, мои хорошие, какая-то сложная ситуация, либо проблема глобального масштаба вашей жизни решится. Причем решится, вот как последний гвоздь в крышку гроба этой проблемы вы забьете. Да, одним действием, одним шагом, одним решением, либо даже одним каким-то словом. Что-то серьезное, что-то невероятно травмирующее, проблематичное. То, что долго вам не давалось, то, что долго не получалось, то, что вас останавливало, то, что вас топорило. И вот последний гвоздь в крышку гроба этой проблемы либо ситуации вы забиваете. Вы сами себе не верите, вы думаете: как, неужели все закончилось? Неужели я это сделала? Смотрите, когда это случится, как говорится, счастливее вас во всем свете не найти. Это ощущение полета, свободы, радости, счастья прям в голову вам ударит. Да, вы это сделаете. Смотрите, никто другой не может, либо вам все отказывают, все говорят, что это невозможно, так не получится, либо там сдайся, ты не сможешь. А вы вот прям всем докажете, что можете. Последний гвоздь в крышку гроба проблем вы точно забьете. Причем, судя по расстоянию от бортика, это будет совсем скоро. Совсем скоро. Дальше, видите вот эту утку? Она прям крыльями бьет с левой стороны. Утка, кстати, шикарная. Так красиво, четко показали. Утка — это к деньгам. Утка — это к денежным предложениям. Утка — это к щедрым денежным предложениям, либо к большим деньгам. С левой стороны крыльями бьет. Как-то резко вам что-то будут предлагать, либо вы резко, быстро сможете заработать хорошую сумму. Не могу сказать, как, кто, на чем, но тем не менее, вот она, утка, четко показали. Дальше здесь какой-то лабиринт, из которого не было выхода, а вы в этом лабиринте как будто бы не одна ходила, либо не один ходил. Может быть, с кем-то ходили вот именно в лабиринте. Может быть, это лабиринт отношений, может быть, это лабиринт вашей жизни. Да? Вот не могли выбраться из той ситуации, в которой оказались, либо из каких-то проблем выбраться, либо улучшить свой образ жизни. Вот
лабиринт. Хожу в лабиринте, постоянно в тупике упираюсь, а выхода найти не могу. Видите лабиринт? Лабиринт, который ломается. Он сломается, либо вы его сломаете. Станете искать выход и начнете крушить, ломать вот эти стены лабиринта. Вижу, что вы полны решимости, либо станете полны решимости, и прям стены будете сносить. Выносить, сносить, крушить, ломать. И тем самым и сама выберетесь из лабиринта, и с собой кого-то выведете. Ну, вот кто с вами вместе находился. То есть тоже здесь вот не решение, а скорее как идти на пролом. Вот. Такой метод, такой способ. Вы на это пойдете и из лабиринта выйдете. Так, здесь мужчина как тощий волк. Но хвост большой, но тощий. Ножки еле держит. Ну, как у волка не ножки, лапки, скорее всего. Да, лапки еле держит. Человек находится далеко от вас. Человек вам то ли голову дурил, то ли жестко так в жизни обманул, там, обидел, обманул, что-то неприятное сделал. И вот сейчас этот волк, тощий, голодный, никому не нужный, силы теряет, вот просто не по дням, а по часам. Все хуже и хуже становится. Вижу, что этот человек свое получает. То ли вы ему что-то пожелали, то ли вы вот к высшим силам обратились, да, чтобы вот наказали этого человека за то, что он так плохо с вами поступил, либо столько бед принес, либо столько боли. Может быть, этот мужчина, он даже не ваш, грубо говоря, мужчина, не вам он причинил, а может быть, вашей дочери, либо вашей внучке. То есть кому-то вы пожелали, либо запросили, да, вот этого возмездия, справедливого возмездия. Этот человек прям мучается сейчас. Прям кроме хвоста ничего не осталось. Мучается очень сильно. Вот. Что удивительно, это то, что очень лихая кара его постигла. И вы об этом точно узнаете. Узнаете, что теряет силу, узнаете, что где-то, не знаю, там в больнице находится, либо дома там забился в угол и скулит. То есть какую-то прям правду о нем узнаете, о том, что с ним происходит, в каком состоянии он находится. Что испытаете вы чувство удовлетворенности. Не удовольствия, а именно удовлетворенности. Вот вы скажете: собаке собачья смерть. Да? То есть был бы ты нормальный, я бы тебе ничего не желала. Да? Я бы не просила высшие силы вмешаться и тебя наказать. Но поскольку человек повел себя как хищник, как ладно, не буду говорить плохие слова, то есть повел себя очень плохо, неблагородно, и вас обидел сильно, либо вашу близкую женщину обидел, то вы этого попросили, вы этого пожелали, и это с ним происходит. И мне почему-то кажется, что здесь какой-то необратимый процесс. Вот то, что его там уже эти лапы не держат, то, что он весь такой худой, прям сохся, что-то уже необратимое происходит. И еще, мои хорошие девушки, женщины, если в вашем прошлом какой-то мужчина вас обидел, напал на вас, может, там подверг вас насилию, каким-то издевательствам, вот знаете, что у него уже так, как песочные часики, уже там последние песчинки остались. Вот время его вышло. И его уже забирают. Забирают для того, чтобы судить. Вот так идет. Может быть, судить мирским судом, то есть закон, право, там, уголовное, это все. Либо его забирают на тот свет, чтобы там он принял свою кару, чтобы принял свой суд, принял свою кару. И так может отыграться. Но вижу, что много боли он вам причинил, много страданий, много бед вам причинил. Теперь это с ним происходит. Долго бегал этот волк по лесам, по полям. Теперь уже все. Не побегаешь, да? Все заканчивается. Дальше. Пустота внутри вас. Пустота. Может быть, счастья у вас в жизни нет, может, радости у вас нет, может быть, вы очень одиноки. Вижу, что с левой стороны прям таким мощным потоком ваша пустота начинает заполняться. То есть, если сейчас жизнь пресная, безвкусная и абсолютно блеклая, то буквально вот сегодня, завтра, послезавтра что-то произойдет фантастическое. Что-то вас вот прям до краев наполнит очень позитивной, теплой, нежной энергетикой. Энергетикой радости, счастья, удовольствия. Какое-то событие, либо какой-то человечек своими действиями. Что-то хорошее произойдет. И пустота у вас заполнится. Дальше. Здесь большой мешок, из которого все брали, а вам почему-то не давали, либо вам не доставалось.
А может быть, вас намеренно обделяли. То есть всем давали, раздавали, а вам, значит, там кукиш с маслом. Вот какая-то несправедливая ситуация была. Вижу я нового человека, как, знаете, новая метла по-новому метет. Может быть, на работе у вас начальство сменится. Может быть, ну где это может быть? Может быть, какие-то госслужбы, органы, да, которые вот законом поставлены помогать. Вот они там по блату, по знакомству, по коррупции другим помогали, даже тем, кто не имел на это права, а вас вот ущемляли и обделяли. Вот вижу нового человека, новые честные руки, которые вам не только дадут то, что должно, но еще и какую-то вот компенсацию выделят, да, за то, что вас столько времени обделяли. Это не обязательно деньги, это могут быть какие-то услуги, какие-то действия, какие-то товары, да, что-то может быть. И вам тоже достанется. И достанется с какой-то дополнительной компенсацией. И все теперь будет по-другому. Вы тоже будете брать из этого общего мешка. Вернее, не брать, а вам будут давать. Да, здесь как правда, справедливость, справедливое решение, и еще и компенсация за то, что вы пострадали. Да, пострадали от коррупции, допустим, да, либо от жадности, наглости там, предыдущего руководства. Что-то в таком ключе идет. Так. А вот здесь вы месяц обнимаете. Вы все разные. У кого-то отыграет, что вам какой-то вещий сон приснится. Либо вам приснится ваше будущее. Либо вам приснится ответ на ваш вопрос. А у других отыграется это те силы, которыми вы обладаете. Может быть, вы о них знаете. Может быть, вы вовсе о них не знаете и не подозреваете. Но они у вас есть. Вы месяц держите в руках. То есть все-таки это вам на пользу пойдет. Да, возможно, вы узнаете о том, что вы там экстрасенс, что у вас есть дар, что у вас есть сила, которая прям мощная сила. Вот. А вам казалось, что вы прям обычная женщина, либо обычный мужчина. А у других вещь сон, который вам в руки, который в помощь вам придет. Да, получите информацию. Ну, прям что-то важное, потому что месяц очень большой, и вы в руках его держите. И еще, мои хорошие, если вы любите гадания, если вы там загадываете на суженого, либо, ну, например, там вопрос, там, кто меня любит, какие-то мысли, да, про любовь, то вам несколько ночей подряд может сниться один и тот же человек. Человек, который либо станет вашим суженым, либо вас очень сильно любит сейчас, да, думает о вас, вспоминает. То есть насыщенные сны, информативные. И все, что вы во сне видите, все вот прям сбудется, все это правда. Но опять же, если дар, то вам об этом скажут, либо вы сами в себе почувствуете. А может быть, вы даже случайно как-то проявите свой дар, ну, что-то предскажете, либо кого-то вылечите, либо наоборот, отобьете какой-то негатив, ну, либо дурака накажете, того, кто там непотребное творит. Ну, у каждого это будет по-своему, и как бы перебирать можно до бесконечности. Но месяц у вас в руках. Так, и еще. Мужчина, огромный дельфин над головой. Какая вы популярная. Очень популярная женщина зашла на мою отсыпку. Дельфин — это про романтику, это про влюбленность, это про любовь. Мужчина с вашей, с правой стороны. Может быть, кстати, это вот этот, который будет за вами бегать, цепляться за ваш подол. Здесь мужчина красиво признается в своих чувствах. Здесь мужчина может еще и на какой-то масштабный поступок пойти, да? В вашу сторону какие-то конкретные, серьезные, масштабные действия осуществить. Опять же, вы все разные. Здесь не просто слова, что вот я тебя люблю, ты мне нужна. Здесь конкретика, и какими-то действиями он это показывает и подтверждает, чтобы у вас прям совсем не осталось сомнений в том, что он вас действительно любит. Да? Ведь слова, они пустые, вот они вылетели и полетели, в пространстве растворились. А здесь еще что-то будет, потому что очень большой дельфин, и он у него над головой. Это, как, знаете, как отчаянный шаг, чтобы доказать свои чувства, чтобы доказать свою любовь, чтобы проявить свою любовь. Да? Не просто вот я говорю, а я еще и делаю. Вот посмотри, я делаю, я для тебя делаю. Но что-то хорошее с правой стороны. Вы точно будете в шоке, вы точно будете удивлены. И я думаю, что мужчине поверите.
Ну, я бы точно поверила, если бы для меня кто-то такое сделал. Вот. Ну, как-то так идет. Как-то неожиданно он это все быстро сделает, быстро вот как-то организуется, и вы такая, опа, скажете, ну, правда, наверное, правда любит, почему нет? Поразит он вас своими действиями, своими признаниями. И то, что это порыв сердца, не просто пустые слова, не просто там, желание физического плана, а именно порыв сердца, порыв души. С правой стороны мне показывают человека, который на черепахе катается. И показывают вас, говорят о том, что вы этим человеком недовольны. Недовольны тем, что это человек медленный, медлительный, либо человек, которого невозможно заставить что-то делать. Опять же, вы все разные. У кого-то, может быть, это подрядчик, у кого-то, может быть, человек, с кем вы дела ведете, да, и человек прям как на черепахе катается, с черепашьей скоростью что-то делает. У других же отыграется, что это ваш близкий человек, который, например, не занимается тем, чем вы хотите, либо что вы от него ждете, просите. И сколько бы вы с этим человеком не ругались, сколько бы вы не выясняли отношений, как бы ему как с гуся вода, да, ничего не было, ничего не происходило, ничего не меняло. Человек там говорил, да, ладно, что ты там, да, ругаешься, либо да, я сделаю, не переживай. Да, какие-то вот такие отмазочки были, вот ничего его не брало. Но вижу, что вы какое-то слово подберете, либо в какой-то такой тональности что-то скажете, что это прям человека заставит ракетой летать. Не то, что там черепаха, не то, что там на ракете летает. То есть он настолько ускорится, он настолько действовать начнет и активничать, что вы глазам своим не поверите. То есть стандартные крики, ор, претензии, уговоры, умоляние, это все не работает, но вы что-то другое придумаете, как-то сможете выразить свою мысль, либо скажете, ну все, я устала, типа пошел вон, да? Больше тебя видеть не хочу, либо все, я как бы с другим буду сотрудничать. И вот какие-то слова вы такие придумаете, скажете, что человек прямо ракетой полетит выполнять то, что должен, либо делать то, что от него требуется. Для вас это будет просто удивительно. Вы как думаете, господи, я столько времени потратила на то, чтобы с тобой там ругаться, выяснять отношения, а всего лишь нужно было произнести эту фразу, да, либо эти там 2-3 слова. Просто ужас, что будет твориться с этим человеком. Он со скоростью, реактивной скоростью все сделает, все выполнит. Либо начнет что-то выполнять, и вы такая смотрите, ну как? Ну вот как, что это за человек такой, да? Как это работает? Вы сами себе это объяснить не сможете. Но возьмете на заметку. Может быть, с кем-то другим в будущем тоже это попробуете. Да, какие-то волшебные слова придумаете, мотивирующие, заставляющие активно действовать, с волшебные слова. Это будут либо 2, либо 3 слова, да, какая-то короткая фраза, но она супер эффективная. Он слезает с черепахи, и вот как ракета, жух-жух-жух, все поделал, все сделал, все кончилось, все решилось, все случилось. И вы такая, блин, столько времени потратила. Почему я раньше не догадалась сказать эти слова? Ну, главное, что все хорошо закончится. Дальше здесь показывают, что какая-то боль, болезненные ощущения прекратятся, либо боль отступит, либо, может быть, даже болезнь отступит, что-то отступит. К вам силы вернутся, и вы прям уже как позабыли, что такое жизнь без боли, как это хорошо, как это приятно, как это комфортно. Вот что-то хорошее произойдет. Может быть, вы лечились, может быть, какие-то медикаменты применяли, может быть, там еще диету соблюдали. Что-то вы делали, и оно сработало. Либо ваш иммунитет победил. Да, победил, и все, как бы вы прощаетесь с этой болью, с этим болезненным состоянием и чувствуете себя просто вот самой счастливой, да, потому что вам хорошо, вам легко, и желание хорошее, настроение прекрасное, и перед вами весь мир открыт. Да, когда не болит, так и жить хочется. Когда болит, так не трогайте, да, дайте спокойно умереть. Здесь боль отступит, боль, болезнь, что-то плохое отступит. Ближе к венцу показано, что какие-то слова силу потеряют. Слова, либо какой-то текст, что-то силу потеряет. Может быть, какой-то документ, может быть, какое-то предписание, может быть, какие-то обвинения. Что-то потеряет силу. А вы уже как и не надеялись и не верили. Либо как смирились, может быть, с этой ситуацией. Но вот вижу, что что-то меняет силу. Либо наоборот,
как какие-то слова отзывают и говорят, что теперь, ну, как этот закон, либо это правило, либо это предписание не существует. Да, все, мы удалили. Вот что-то теряет силу, но вы это воспринимаете как радость, как благо. То, во что вы уже не верили, то, с чем вы уже, грубо говоря, смирились, приняли, вот оно теряет силу. В таком ключе информация идет. Так, а здесь у нас мельница, которая медленно начинает крутиться, раскручиваться. Даже не крутиться, а еще раскручиваться. Но мельница – это жизнь, мельница – это судьба, мельница – это ваше будущее. Жернова мельницы потихонечку начинают раскручиваться, начинают вот прям со скрипом, может быть, в каком-то моменте, начинают свой ход, да, начинают свое движение. Вы смотрите на эту мельницу, глазам своим не верите. Может быть, вы выходите из какой-то прострации, из ступора выходите, из депрессии выходите. Опять же, из черной полосы вы можете выйти, вот как черная полоса заканчивается. Вы начинаете жить. И жить все лучше и лучше, все полноценнее и полноценнее. И вы прям это ощущаете с каждым новым днем. То есть это как новая эра вашей жизни начинается, да, новый виток вашей жизни. Смотрите, никого к своей мельнице не подпускайте и не форсируйте события. Всему свое время. Даже если вам очень хочется что-то там ускорить, научитесь ждать. Не стоит ничего ускорять, пусть все идет своим ходом. Это очень важно. Очень-очень важно. Поверьте, эта мельница, она будет очень быстрой. Просто ей на то, чтобы раскрутиться, чтобы набрать силу оборота, нужно время. Вот. Лучше уже тогда подождать. Все равно это приятно, что начинаются перемены, что начинаются улучшения. Но события не форсируйте. Наберитесь терпения, еще чуть-чуть подождите, пока будет прям скорость оборота. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.